Где-то здесь, над Казань-Оргсинтезом, кружит в воздухе кислород-невидимка. Здесь где-то он теряет свою невесомость и набирает столь значительный сегодня почти политический вес. Кто бы мог подумать, что искусственное сердце пациентов далеких отсюда больничных палат бьется именно здесь. Вот здесь он рождается, в этих двух огромных колоннах, так? Да, это у нас установка, воздухоразведительная установка производства компании «Линдер». Это основное технологическое оборудование, на котором у нас производится жидкий кислород. Производительность этой установки 2000 килограммов в час жидкого кислорода. В сутки выходит порядка 48-50 тонн. Кислород от Казань-Оргсинтеза – это не что-то новое и парадоксальное. Его здесь производят с 1973 года. Кислород всегда был нужен не только медикам, но и строителям, ремонтникам, металлургам, да и сам завод потребляет его немало. В воздухе, которым мы дышим, кислорода всего 21%. Мы скорее дышим азотом, его 78%. Поэтому, чтобы произвести 50 тонн кислорода в сутки, нужны огромные мощности. Воздухоразделительные установки Линде. Вот здесь воздух очищают от примесей, сжимают, просушивают, снова очищают и искомую жидкость, наконец, охлаждают до минус 186 градусов. Номинально кислород называют техническим, но по качеству это уже вполне медицинский кислород. По просьбе медицинских учреждений была запущена резервная воздухоразделительная установка ГЖАР. В общем-то, это уже ветеран определенный. Производительность на ней кислорода значительно ниже, чем на новой установке. Но, тем не менее, это определенное подспорье. Ну, не хватает, значит, конечно, хочется помочь всем. Кислород с завода, пройдя перед этим еще одну дополнительную фильтрацию именно для нужд медицины, будет развезен по всем районам республики. Каждый район теперь имеет такую насущную необходимость. Три дня. Всего каких-то 3 дня больница может продержаться без пополнения запасов кислорода. В предыдущие годы этих 13 тонн хватало почти на месяц. Весной 2020 этого хватало лишь на неделю. Теперь этого не хватит и на 3 дня. Главный, практически золотой запас республики – 700 тонн кислорода, произведенного здесь же, в Нижнекамске, на Нижнекамскнефтехимии. Этого запаса хватит дней на 20-25, но производство кислорода, тем не менее, идет круглосуточно. Каждый день еще 30 тонн. 2 автомобиля, в каждом помещается по 16 тонн жидкого кислорода. В принципе, за дневную смену мы успеваем отгрузить 32 тонны. Для полного понимания всей картины происходящего нужно сказать, что Нижнекамскнефтехим производит кислород с 1985 года. Вот на этих самых установках. Однако в 2016 году производство это было приостановлено, и о нем, в общем, не вспоминали до недавних пор. Вы начали его производить только вот совсем недавно? Да, в октябре месяце на нас вышли потребители, которые производят медицинский кислород, и, соответственно, у них возникла потребность в сырье, которое мы производим, то есть в том кислороде, который у нас есть. Никогда еще наша медицина не нуждалась в таком количестве кислорода, как в эту осень. Сейчас практически весь кислород, производимый здесь, уходит именно на эти нужды. У них нет передышки, нет права на ошибку и нет выбора. Это не бизнес.
Это дело государственной важности. Я смотрю, в бывших кабинетах, да? Да, то есть это было хирургическое отделение у нас здесь. Мы этот корпус переделали под реанимацию. В столовой вот мы видели Да, только что. да, На месте это- бывшей столовой уже палата. Да. Нижнекамский ковидный госпиталь на первый взгляд выглядит совершенно обычно, как все остальные госпитали. До тех пор, пока вы не начинаете обращать внимание на изначальное предназначение тех помещений, в которых сейчас расположены палаты. Вот это бывшая столовая хирургического корпуса. А это кабинеты врачей и медперсонала. И в каждое из этих помещений теперь проведен кислород. Раньше у нас была одна точка здесь, достаточно было. То есть вот этих точек, которые Не мы было. видим, их не Их было. не было, Вот да. отсюда и потребление Да. кислорода. Конечно, Пациенты лежат в бывших кабинетах, да. врачей в столовых. Ну, понятно, Ну, откуда. то есть мы приспособили полностью здание под ковидный госпиталь. Нашим врачам и нашим медикам сегодня тяжело. Простыми словами это не передашь. Это нехватка. Всего нехватка. Но, слава богу, хотя бы не кислорода. И те, кто умирает сегодня, умирают не зря. И те, кто выживают, выживают не зря. Они тоже оставляют нам здесь свои послания. Благодарные пациенты от чистого сердца вот оставили вот такие, скажем так, крик души Жить, своей. вы знаете, как хочется жить. Да. Вставать, просыпаться здоровым, румяным. Зарю увидеть, обнять родных, друзей, близких. А когда вот переоцениваешь, что хорошо, что рядом с тобой есть родные, близкие, дети, родители. Вот. И есть Это- чем дышать. Да, есть чем дышать. Просто дышать, без кислородной поддержки. Какое, кажется, это счастье. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.